Об этом и не только, подробнее. 70 школьников Кызыла получили свою первую зарплату. На протяжении 8 лет Центр занятости населения Кызыла совместно с учителями 5-й гимназии трудоустраивают подростков в свободное от учебы время. За первую половину лета школьники успели озеленить практически весь город и передали эстафетную палочку подросткам из 2-й трудовой смены, которые будут работать до конца июля. Почему некоторые вместо отдыха выбирают труд, узнала наша съемочная группа. Инга Любухина услышала про трудовые отряды от друзей еще в прошлом году. Записалась, чтобы заработать деньги, и не заметила, как втянулась в работу. Преображать город в цветочную столицу сложно, но мы как бойцы невидимого фронта, говорит девушка. Вот у нас были одни сорняки, а завтра в этом месте уже цветут бархатцы, петуни и даже декоративная капуста, делятся успехами школьники. Подрастающему поколению, таким как нам, нужно работать в трудовом отряде, потому что, чтобы город расцветал, чтобы он был зеленым, благоустроить его надо. И мне кажется, этим должны заниматься все подростки, чтобы сделать лучше городу. Современная молодежь стремится заработать на свои нужды сама, не прося от родителей. И в этом им помогает Центр занятости населения Кызыла. Этим летом они трудоустроили 70 подростков. Для трудоустройства несовершеннолетних граждан Центр занятости взаимодействует с МУП «Благоустройство» и гимназией номер 5. Центр занятости заключает соответствующий договор с гимназией номер 5, а гимназия, в свою очередь, заключает договор с МУП «Благоустройство». В этом случае Центр занятости и гимназия номер 5 выступают как участники мероприятия, а МУП «Благоустройство» как работодатель. В рамках летнего трудового отряда в соответствии с законом подростки работают 2-3 часа в день. Кроме того, школьников кормят завтраком и обедом, а после 3-часового рабочего дня дети остаются в школе. Уже озеленили улицу Московскую, Калинина, занимались прополкой УХР, Аюна Курседи круг. И вот сейчас приводим в порядок Центр русской культуры. Елизавета Волобуева курирует школьников в летних трудовых отрядах с самого первого дня. По ее словам, подростки помимо того, что зарабатывают деньги, еще и учатся ценить чужой труд. На ее памяти были случаи, когда школьники работали на протяжении 2 сезонов, а после уже приглашали своих друзей. Я всегда, когда ходил по городу, видел, что вся территория его, она очень чистая, и там растут красивые цветы. Я хотел узнать, кто именно этим занимается, и однажды мне друг рассказал, что это он работает в трудовом отряде и сам это все делает. Тогда я тоже захотел присоединиться к ним и чистить город от сорняков и делать его красивым. Помимо трудовых отрядов, в этом году более 10 подростков уехали работать в загородные детские лагеря. Как показала практика, дети делают это с удовольствием. А самое главное, приобретают первые навыки, учатся относиться к деньгам не так расточительно, ведь они уже заработали своим потом первую зарплату. Чинчисан Буга, Буян Аюн.